Уже з раніцы каля Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта збіраюцца абітурыенты. Большая частка з іх былыя 11-класнікі. Амаль усе вызначыліся, куды будуць паступаць. Засталося паспяхова здаць ЦТ. Конечно, волнительно, особенно когда первый раз, сегодня первый день. Буду сдавать белорусский, биологию, химию, историю Беларуси. Хочу поступать в медицинский. Поступать буду в военную академию. Настрой относительно боевой. Я сдаю белорусский, русский, физику, математику. Поступаю в БГУИР. И меня тянет к технике, компьютерам. Неабходны набор для кожнага: пашпарт, пропуск і чорная гелевая ручка. І гэта той выпадак, калі неуважлівасць можа каштаваць допуску на тэсціраванне. Так і адбылося сёння з адной абітурыенткай. За ходам іспытаў і правільным выкананнем усіх арганізацыйных момантаў пільна сочыць спецыяльная камісія. У яе складзе прадстаўнікі дзяржкантролю, ВНУ і настаўнікі. Технология отработана, осуществляется пропуск абитуриента в аудитории по паспорту и по пропуску. То есть за этим процессом внимательно смотрит комиссия по контролю. Абитуриенты допускаются в аудитории, там рассаживаются, тянут билетики и согласно вытянутому номеру садятся на то место, которое указано. Все прозрачно, все под контролем. Телефоны мобильные изымаются. Для тых, хто не трапіў на ЦТ па важкіх прычынах, ёсць магчымасць скарыстацца резервнымі днямі. Регистрация на резервные дни начнется у нас 30 июня и закончится 2 июля. Резервный день будет проводиться в Минске на базе Белорусского государственного университета 6, 8 и 10 июля. То есть, соответственно, те ребята, которые имеют уважительную причину, то есть это по болезни, это, соответственно, участие в сопровождении, например, вторых молодежных игр, которые у нас проводятся в Минске в качестве стюардов, либо единого госэкзамена, как, например, граждане Российской Федерации или те ребята, которые, имея белорусский паспорт, учатся в России, то есть они имеют определенные, так скажем, уважительные причины. Наступны іспыт руская мова. Цэнтралізаванае тэсціраванне працягнецца да 1 ліпеня. Выдаваць сертыфікаты пачнуць уже з 10 ліпеня у пунктах, дзе праходзілі тэсты. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».